Лидер абхазского народного движения Адгур Ардзинба презентовал концепцию реформирования исполнительной власти членам Общественной палаты. В первую очередь он предложил ликвидировать должности вице-президента, премьер-министра и вице-премьеров. По закону эти должности сугубо технические, не предоставляющие широких полномочий, но на деле они являются предметом торга на каждых выборах, отметил Адгур Ардзинба. Мы предлагаем исключить из модели государственного управления должность премьер-министра и вице-премьеров. Мы знаем и выборы 2004 года и так далее, можно продолжать, когда должность премьер-министра, она уже наполнялась каким-то политическим содержанием, то есть заранее оговоренных, на первом этапе это были кулуарные какие-то, на последнем, на выборах 2020 года мы вообще столкнулись с тем, что шел открытый, слово торг, наверное, больше всего подходит за эту должность. То есть по Конституции, по нашим законам, главой исполнительной власти является президент, а по факту, как между собой договорились, как распределили эти полномочия. Адгур Ардзинба подчеркнул, что сегодня Кабинет министров и аппарат президента по функциям полностью дублируют друг друга. Во многом это усложняет работу исполнительной власти и мешает продвижению эффективных инициатив. Сегодня более 30 центральных органов власти. Мы имеем ситуацию, где, если вернуться к Марксу, базис и надстройка. Да? У нас базис, то есть экономика, экономическая основа, она очень слабая, на самом деле хрупкая, сам базис. Но надстройка у нас выстроена таким образом, что она, по сути, не дает этому базису развиваться. Она его подавляет своим огромным бюрократическим таким телом. Поэтому мы считаем, что можно из 30 сделать 12 министерств, центральных органов власти и одно надзорное управление, которые вполне могут на 240 тысяч населения справиться с теми задачами, которые есть. Член Общественной палаты, депутат первого созыва парламента Сократ Джинджолия задал вопрос лидеру АНД. У меня вопрос. Значит, вот вы 10 лет были во власти, вы сами сказали, и опыт у вас огромный. Скажите мне, пожалуйста, вот эти подобного рода изменения, внесение изменений в действующее наше законодательство, они не проходили вам в голову? Вы не пытались что-то сделать? Или это все шло, так сказать, тоже что-то мешало, видимо? Что мешало? Отвечая на вопрос Сократа Джинджолия, Адгур Ардзинба отметил, что предложения по реформе исполнительной власти были включены еще в 2017 году в концепцию 25 шагов социально-экономического развития Абхазии. Но система согласования и принятия решения слишком многоуровневая, чтобы быть эффективной, поэтому АНД и настаивает на необходимости реформ. Мы разработали программу в рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте с поддержкой московской абхазской диаспоры. Беслан Агрба финансировал, привлечены были эксперты. На наш взгляд, хорошая была программа. Она была презентована в администрации президента. Дальше она должна была быть утверждена и рассмотрена Кабинетом министров. Так как они не принимали активного участия в разработке этой программы, у них сложилось свое видение, они взяли некоторое там время на какие-то проработки, предложения добавить, доработать и так далее. Участие администрации президента тоже сложилось свое видение. Учитывая, что текучка кадров, потом правительство сменилось, опять новое правительство, у них свое видение, Кабинет министров имеется в виду аппарат Кабинета министров, премьер-министр и вице-премьеры. В администрации президента тоже сменилось. Соответственно, опять эти какие-то противоречия, до смешного доходящее согласование, пересогласование. Таким образом, эта инициатива, она осталась на полке. И не только эта инициатива, очень много разных инициатив. Лидер АНД напомнил, что представители действующей власти в ходе предвыборных кампаний тоже соглашались с необходимостью реформы, сокращения госаппарата, но серьезных изменений не произошло. Президент должен вместе с полномочиями получать и всю полноту ответственности. А то получается чуть что, премьер-министр провинился, его сняли. Но глава исполнительной власти по закону президент, подчеркивает Адгур Ардзинба. Сегодня президент имеет возможность не управлять, а царствовать. Понимаете, как это происходит? Вот есть Кабинет министров, за который ничего не решает по факту. Вы же знаете, что все проекты постановлений, повестка, она согласуется в администрации президента. По сути, Кабинет министров не принимает самостоятельно ни одного решения. Ни одного.
Но при этом в глазах общественности кабинет министров, премьер-министров – это некий такой, знаете, орган, который за все отвечает. А президент время от времени появляется в этой повестке, раздает какие-то грозные поручения и исчезает в формат поздравлений, поездок, командировок. Хотя имея огромные полномочия. Мы предлагали, или давайте наделим кабинет министров, премьер-министра сделаем главой исполнительной власти, президент остается главой государства, или же давайте убирать эту модель. Член Абхазского народного движения Дмитрий Гварамия также заявил, что система исполнительной власти малоэффективна. В качестве примера рассказал о процедуре создания и согласования закона об образовании. Мы в течение, вот как взялись за эту работу, в течение 2,5 лет эту работу проделали. И существует на сегодняшний день разработанный законопроект, прошедший согласование, наверное, это один из немногих законопроектов, который прошел согласование со всеми существующими органами государственной власти. Даже с районными администрациями это обсуждалось, о том, как они видят. Обсуждалось Абхазским государственным университетом. Он лежит в администрации президента. Сменилась администрация президента, то есть это же не детище какого-то отдельно взятого чиновника, это необходимо всем нам. То есть эту работу необходимо реализовать. И мне становится известно, что эта работа начинается заново. Зачем? Она уже проделана. В целом, члены Общественной палаты согласились с необходимостью реформирования исполнительной власти, при этом также признав, что многие предшественники Адгура Ардзинба говорили о реформах, тем не менее никто их до сих пор не реализовал. Адгур Ардзинба подчеркнул, что все озвученные изменения АНД предлагает осуществить не в случае, если они придут к власти, а уже сейчас. Это непопулярные меры, мы понимаем это, и поэтому предлагаем свою помощь действующей власти. Месяц назад мы направили концепцию в администрацию президента, но ответа пока нет, пояснил Адгур Ардзинба. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.